Друзья, приветствуем вас на канале Gaguz Media. Это проект «Единомышленники». В Гагаузии депутаты НСГ не только завели историю с назначением даты выборов в тупик, но без всякого стеснения бойкотируют заседания НСГ. В общем, вся безответственность налицо, и факт внешнего влияния и коррупционности, кажется, никуда не исчез. Но выборы так или иначе кто-то и когда-то назначит. Неизменно каждые выборы становятся испытанием для общества. Подкуп голосов, манипуляции, дезинформация, попытки влиять на выбор граждан. Невольно задаешься вопросом, вот почему одни готовы продать свой голос, а другие рисковать собственной безопасностью ради правды? Что движет человеком, который становится агентом под прикрытием, чтобы раскрыть механизмы электоральной коррупции? Ведь именно подкуп стал серьезным вызовом для жителей автономии на выборах в 2023 году. Друзья, мы сегодня, как вы поняли, будем говорить об этом. Мы надеемся на то, что дискуссия получится не только интересной, необычной, еще и очень полезной для жителей Гагузской автономии как минимум. Поэтому прямо сейчас, если вы уже у наших экранов еще не подписались на наш канал, сделайте это, пожалуйста. Подпишитесь на наш канал и помните, единомышленников должно быть больше, тогда Молдова будет сильнее. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, гость нашей студии сегодня – женщина, которая работает в 2023 году под прикрытием, помогла правоохранительным органам страны раскрыть схемы незаконного финансирования партии со стороны Илона Шора. Эта миссия потребовала от нее не только политической смелости, но и личной выдержки. Каждый ее шаг сопровождался риском, повышенным общественным вниманием и серьезным давлением. Вы, конечно же, уже догадались, что в нашей студии лидер партии АЛДЕ Арина Спетару. Арина Спетару – политик, общественный деятель и предприниматель. Имеет экономическое образование и степень магистра в области технологий изделий легкой промышленности. Прошла подготовку в сфере политического лидерства и политических исследований. До прихода в политику много лет занималась предпринимательством, руководила собственным швейным предприятием в Бельцах. Была депутатом парламента Республики Молдова от партии «Да». Сегодня возглавляет партию «Альянс либералов и демократов за Европу». Известна также своей активной гражданской позицией и участием в расследовании схем незаконного финансирования политических партий. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, большое спасибо за приглашение. Вы спросили, как на гагаузском? Хош гейденс. Хош гейденс. Да. Извините за акцент, научусь. Спасибо. Но мы сегодня в рамках нашей передачи очень много будем говорить о финансировании партий, о электоральной коррупции. Вы сегодня возглавляете партию, и, наверное, резонно было бы вначале спросить вас, а на что живет ваша партия? Мы получаем 18 100 лей из бюджета. По закону партии финансируются из бюджета, это аллокации. Целью их является поддержать политические партии, и мы получаем в зависимости от количества голосов на определенных выборах. Мы не должны забывать, что первая функция партии – это обучать, создавать политиков и участвовать в выборах так, чтобы члены партии становились местными советниками, региональными, районными, мэрами, депутатами, президентами страны. И благодаря тому, что с 2023 года я руковожу этой партией, мы прошли период местных выборов. Мы участвовали в референдуме в 2024 году с опцией «Да» за евроинтеграцию. И в прошлом году мы участвовали в парламентских. Благодаря этому у нас есть возможность получать ежемесячно 18 100 лей. И, естественно, часть денег мы собираем из членства наших коллег по партии. Признаю, не все могут себе позволить. Естественно, у нас сейчас это добровольно. И параллельно... А много ли членов вашей партии у вас? В прошлом году, к концу года, мы подсчитали около 700 человек. Но с каждым разом, когда опять обо мне начинают появляться разные слухи, разные манипуляции, их количество уменьшается в количественном, но увеличивается в качественном присутствии людей. То есть
Для меня очень важно, чтобы в партии приходили единомышленники, естественно, ибо до сих пор очень много у нас было негативного опыта, когда в партию приходили люди ради каких-то личных интересов, либо финансовых интересов, но это не партия, это уже совсем другое, я надеюсь, мы сегодня с вами об этом поговорим. Вот. И, естественно, мы стараемся обучить культуре донаторства, культуре поддержки наших симпатизантов, членов. И даже когда я получила ваше приглашение, объявила своим коллегам, симпатизантам на своей страничке, что для меня очень важно быть в Гагаузии, поделиться своим опытом, и призвала людей донатить за мой переезд. Как раз хотела спросить, я видела ваши сообщения в Фейсбуке, поступили какие-то деньги на поддержку? К сожалению, нет. Но я остаюсь оптимистом и понимаю, что в этом и участь партии, чтобы она обучала людей, объясняла, чем важно донатить и чем опасно получать деньги нелегальные. Но вот у вас тоже была возможность получить денег, и много денег, как я понимаю, тогда, когда у вас была какая-то связь с Шором. Мы об этой связи будем говорить, для чего эта связь была, что она дала лично вам и стране. Но перед этим давайте посмотрим одно видео, а потом поговорим о деньгах Шора, и о вас, и о партии вашей, с деньгами либо без. Давайте. Я не брала деньги у Шора. Точка. Это должно быть очень важно, и должны все об этом знать. Я не взяла у Шора ни одной копейки. В своих прежних интервью, там, где меня спросили, я объяснила четко. В отношении партии Алди произошла попытка подкупа, то есть попытка, а не само финансирование, чтобы это было все четко и понятно. Все деньги, которые Шор предполагал, что присылал ко мне, в первую очередь те, которые дошли ко мне в руки, они все были переданы специальным органам, чтобы это было четко. Второе, я не брала никакого лея, евро, доллара у Шора на свою зарплату, и у меня нет его 1,5 миллиона, так как он об этом объявляет. Но, так и есть. Так и есть? А теперь докажите, что так и есть, и ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Тогда, когда вы задумали создать партию, на партию нужны деньги. Ну, это же понятно. Вот я не возьму сегодня создавать партию по разным причинам. Но что для вас стало как поводом, не поводом, основанием создавать партию? Причем ваша партия, насколько я понимаю, она создалась после того, как вы уже были в каких-то связях с Шором, и вы уже работали под прикрытием, правильно? Скажите, создание вашей партии – это была часть вот этого вашего сотрудничества с органами безопасности? Нет. По выявлению мы должны отделить эти очень важные элементы, потому что именно из-за того, что люди не понимают, как работает уголовно-процессуальный кодекс, Шор смог при помощи своих грязных денег и медиа создать видимость того, что я взяла деньги, либо я создала партию из его денег. У нас в Республике Молдова есть закон в уголовно-процессуальном кодексе, где очень четко говорится, что такое инвестигации субакуперири, то есть расследование под прикрытием. Этот метод, этот инструмент для того, чтобы доказать работу преступной группировки, был использован у нас в Республике Молдова, но в экономических нарушениях, в экономических. В политическом плане, учитывая, что партия – это тоже юридическое лицо, это было использовано впервые из-за того, что появился я, честный политик, который в свое время обратился к органам и проинформировал органам о попытке финансовой группировки Шора меня подкупить. Что было понятно. То есть это расследование имело место только из-за того, что я честный политик. Когда мне Шор предложил деньги создать ему партию, я не взяла его деньги, а обратилась к государственным органам в Чиня. И Чиня, естественно, учитывая и понимая мой бэкграунд, потому что я в политике с 2015 года, когда мы вместе все протестовали и просили 1 миллиард обратно. Я была депутатом парламента, когда мы, слава богу, избавились от влияния Плохотнюка,
Мы были вместе с «Платформа Да», я представляла тогда партию «Платформа Да» и «СПАС». Вместе с социалистами мы проголосовали за Майю Санду, премьер-министра. Таким образом мы создали мажоритет для того, чтобы победить Демократическую партию. Но я знала прекрасно, что при краже миллиарда участвовал и Плохотнюк, и Шор. И тогда в парламенте была комиссия парламентская, которую руководил Александр Слусарь, мой коллега. И я видела все документы и все доказательства того, как Шор, группировка Шор со своими фирмами, офшорами вместе с Плохотнюком украли этот миллиард у нас с вами, у Банка Национала, и создал все условия, чтобы эти деньги уехали на личные интересы Шора. Вы помните, как Плохотнюк покупал себе самолет. Вы помните, как Жасмин, жена Шора, хвалилась, что у нее самая дешевая сумочка 5000 евро. И когда ко мне пришел Нестеровский, которого Шор уже успел подкупить, и предложил мне участвовать, быть членом их преступной группировки, тогда я обратилась в орган. Но для того, чтобы у нас были сегодняшние результаты, для того, чтобы мы смогли доказать через суд, что эта группировка подкупает партии, подкупает депутатов, подкупает Башкана, Гагаузии, в конце концов, для этого нужно было качественное расследование. А кто изнутри группировки может рассказать лучше? Потому что до тех пор, до 23 года, были случаи, когда как-то людей Шора как-то уловили. Но это было очень мелкие люди. Шор им платил на адвокатов, и эти люди молчали. А в суде, чтобы доказать, что эта преступная группировка финансирует партии, просто так не пойдешь. Нужны определенные доказательства. А это можно сделать только при условии вот этого внедрения. Да. И я согласилась внедриться, чтобы Шор считал, что я работаю на него, но параллельно я была женой, была модельером, была женой священника, которая помогала, была активистом, которая помогала матерью в то время, матерью, дочерью, потому что после этого недавно умерла моя мама, но мой папа, нам было очень сложно, мы прошли через определенные сложные ситуации в то время, то есть я успевала все, и я очень рада, что мне Бог дал силы, и я успела сделать это, очень важно. Но повторяю, что было всем ясно, ни одного лея. Единственный подарок, который я получила, согласилась получиться от Шора, это горсть ладана, которую мне купила его секретарь Виктория, когда я была в Иерусалиме. Когда была встреча с ним? Да, когда меня повели увидеть Морменту Домнулы, как на русском, гроб Иисуса Христа. Вот тогда я согласилась для того, чтобы создать видимость, что я соглашаюсь, я беру от него хоть что-то. Вот у меня есть. Но здесь нюансы очень важны. Вы согласились, чтобы создать видимость, либо вы по-настоящему согласились и приняли? Тогда это подарок. Да, я по-настоящему приняла, потому что ладан – это именно вещь, которая борется с нечистой силой. И я подумала, что нечистая сила, которую покупает мне ладан, для того, чтобы я боролась с этой нечистой силой, это очень символично. Скажите, а у вас были ли какие-то мысли, вот когда вам предложили сотрудничать под прикрытием, был ли страх, были ли опасения, было ли желание не участвовать в этой операции? Был страх, естественно, у меня дети, у меня семья. Было опасение и было недоверие к государственным органам. Но будучи депутатом и зная, как работают государственные органы, зная законодательство, я постаралась маленькими уверенными шагами пойти навстречу, проверять транспарентно, перечитывать абсолютно все документы и все мои доказательные процессы, которые я там подписывала, документы в качестве свидетеля. И в конце концов, после определенных 2 месяцев работы, я познакомилась с Вероникой Драголин, которая лично приехала ко мне в Бельце и попросила продолжать участвовать в этом расследовании, потому что это расследование длилось почти 6 месяцев. Угу. Давайте, очень интересно, мне кажется, лично мне, во всяком случае, полагаю, нашим зрителям, вот эта самая встреча с Шором.
Вот можно раскрыть детали, потому что ведь вы с ним не были до этого знакомы, да? Я его увидела один раз в том парламенте, о котором я говорила. Я была депутатом 10-го созыва. Нет, не было. Я знала о Шоре из публичного пространства. Я знала о Шоре из парламентской комиссии, в которой участвовал господин Слусарь, потому что есть регламент, который позволяет депутатам узнавать все видимые, невидимые, возможные, невозможные документы, даже с секретного характера. Просто нам не позволялось об этом делиться, говорить кому-то, делать копии, фотографии. Но я прекрасно знала о его деятельности и работе в плане кражи миллиарда. И для меня это была очень большая новость, когда я узнала, что он отправил Нестеровского ко мне с предложением создать для него партию. Это было очень странно. Может быть, это такой маленький вопрос. На ваш взгляд, почему он посчитал, что это вам будет интересно? У Шора был интерес создать несколько партий в Республике Молдова, прорусских, проевропейских, унионистских, и оплачивать, финансировать их, чтобы они потом в 2025 году, я напоминаю, это расследование было в 2023 году, для того, чтобы эти партии дошли в парламент. Это принцип такой получается, как делают очень часто бизнесмены. Они ставят яйца в разные корзины для того, чтобы не было риска воспринять одну партию. Например, вот эта партия финансирована Шором. Да, вы помните, что время уже люди понимали и воспринимали как партию, эта партия финансируется Шором. Он решил сделать по-другому. Создать все условия, чтобы проевропейские и проунионистские партии он финансирует в большом секрете. Для того, чтобы эти партии были кредибельными, он искал честных, порядочных политиков, проевропейских, унионистов. И зная мой профиль, зная то, что я пришла в парламент благодаря платформе «Да» и «ПАС», понимая, зная мой профиль в Бельцах, понимая, что я человек самодостаточный, у меня уже есть опыт политики, он почему-то подумал, что я могу тоже взять его деньги, согласиться. То есть это еще раз доказывает его наглость, извините за выражение, потому что он всегда говорил, что не существует политиков, которые не берут деньги. Существуют суммы, которые нужно назвать, предложить. Да, так, чтобы убедить политика. И он был уверен, что любой человек из Республики Молдова может быть куплен. И потому он подумал, что я такая же, как и все. Арина, давайте, нам очень интересно. Встреча с Шором и ваше впечатление. Почему я задаю этот вопрос? Потому что туда же, к нему же, в Израиль, где были вы, возможно, это был один и тот же кабинет, а может быть, это были разные кабинеты, но мы видели фотографию, где трое представителей Гагаузии, причем один из них, бывший спикер Народного собрания Гагаузии, тоже поехали к ним навстречу. Ваша встреча и ваше впечатление. И раскройте, пожалуйста, те детали, которые вы можете раскрыть. Почему я задаю этот вопрос? Потому что, мне кажется, очень важно нам знать портрет Шора из уст тех людей, которые с ним виделись и общались. Да, я была именно в том кабинете, где были представители Гагаузии у Шора. Именно там я была. Когда я приехала в кабинет, там был депутат Нестеровский. И для меня очень важно, чтобы все люди понимали, что депутата Нестеровского привлекли к 12 лет лишения свободы именно из-за того, что он брал деньги от Шора и создавал партию. Именно для этого. И я его лично видела. В том же кабинете в тот же день был другой депутат, Василий Боля от социалистов, который тогда постарался скрыть эту ситуацию, потому что тогда эта ситуация была очень скрыта, очень. И я уверена, что туда, в кабинет Шора, приходили люди именно с определенными интересами. Я могу рассказать свой опыт, как Шор пробовал меня убедить в том, чтобы я с ним сотрудничала. Он прекрасно понимал мой профиль, что я не подкупна. Он решил меня по-другому убедить. Например, зная, что я матушка с многолетним опытом жизни в семье священника, он настоял, чтобы я приехала со своим мужем и за свои деньги организовал мне экскурсию к гробу Господню. Для нас, для христиан, это место очень важно символически, и хотя меня как-то
обворожить, я так говорю, потому что я понимала прекрасно, что Шор к каждому человеку имеет отдельный подход. Он знает, что для меня важно. Он прекрасно знал, что я не подкупна, он не может со мной начинать говорить о деньгах. Но он может первый день перед нашей с ним встречей сначала создать условия, чтобы я, как матушка, прошлась по Иерусалиму, по святым местам, чтобы я там имела возможность помолиться, и чтобы я в конце вот этого дня сделала вау, Шор, это Бог, это как, это вот, и чтобы я начала ему служить. На второй день он уже меня попробовал обольстить как женщину. Он заплатил за экскурсию на Мертвое море, и там был спа-салон, и он заплатил для меня массаж. То есть, что вы понимали, что вот такие инструменты человеческие, похотливые, он создавал для всех. Из моей информации, потому что я знаю, как он привлекал мужчин туда. Например, он их приглашал в дорогие рестораны, он угощал их дорогой едой, дорогой выпивкой для того, чтобы создать условия, что это человек, который все решает, и если ты с ним будешь сотрудничать, тебе будет счастье, ты будешь жить всегда вот так. Вот я смотрела, какие он... Это инструменты спецслужб российских. Я в этих самых вот поведениях видела очень четкую линию, очень хорошо структурированный месседж, когда я ему задавал вопросы, зачем вам Молдова, потому что вы тут живете, потому что он в Израиле жил очень хорошо. Его там все уважали, у него был свой офис, у него была целая куча бодигардов, то есть он жил себе там припеваючи. Я ему сказала, вы тут живете очень хорошо, зачем вам Молдова? Он пробовал надавить на жалость, сказал, что с ним юстиция поступила неправильно, он не крал миллиард, он может все объяснить, он очень сильно скучает по стране, по Молдове. Это при первой встрече, когда мы с ним ужинали. То есть он меня вечером пригласил с моим мужем к себе домой. А вы ужинали вдвоем? Там был и мой муж. Естественно, да, был такой визит уважительный, он хотел показать свой дом, он познакомил меня со своей мамой, со своим поваром, со своими собаками, со своей семьей. Жасмин там не было, сразу говорю, Жасмин жила в другом доме. Но о чем я говорю? Он использовал очень четкие, очень целенаправленные инструменты для того, чтобы каждого в отдельности убедить. Вот я Бог, и если ты будешь со мной сотрудничать, ты будешь жить как за пазухой Божьей. Можно одно маленькое Со своей мамой? уточнение? А что, мама его жила? Мама его тогда была с ним в доме. Скажите, пожалуйста, а в это время мачеха, которая, вот у него же есть даже контракты, она ему одалживала деньги. Вы можете поинтересоваться, убедиться, потому что я с ней тогда говорила лично. У меня маленький возник вопрос. Вот это ваш визит в Израиль был до того, как вы заключили соглашение с правоохранительными органами? Нет, я уже органами? тогда была свидетелем. Вы уже были свидетелем. То есть тут очень важно понять, потому что вот это расследование имело место почти 6 месяцев. Я обратилась в органы тогда, когда ко мне причастил Нестеровский. И он очень сильно настаивал, чтобы я поговорила с Шором по телефону. Он мне показывал, хвалился своим телефоном с аппликацией БРИ, которые имеют все его члены этой группировки в Молдове. Это такая аппликация, которая позволяет ему говорить напрямую с каждым его человеком, и чтобы вот этот сигнал не был словлен нашими органами, СИБом или другим, чтобы скрыть свою коммуникацию со своей преступной группировкой. Какая-то связь с своими сторонниками. Этой связью пользовался и Плохотнюк в свое время. И Нестеровский приходил ко мне очень часто в ателье. Он встречал меня, потому что Нестеровский начал меня, как говорится, обрабатывать, убеждать в том, что у него есть для меня очень хорошее предложение, выгодное, еще с декабря 2022 года. Но у меня тогда умерла мама, и он, наверное, решил меня оставить несколько месяцев, так, чтобы я пришла в себя. И когда я уже начала опять свою активную деятельность, мы защищали интересы жителей Бельчан и в конфликте с Четнордом. После каждого протеста, который мы организовывали, ко мне приходил Нестеровский и постоянно давил на жалость, на какие-то определенные
человеческие качества, в смысле, ой, ты такая хорошая политика, ты не задумывалась вот развить свою политическую деятельность, вот было бы неплохо тебе создать партию. И в конце концов он раскрылся и рассказал мне, что он сотрудничает с Шором. Я посчитала это вопиющим в первую очередь как человек, как гражданин. А во-вторых, все люди должны понимать, что когда тебя привлекают член преступной группировки в свои сети, ты обязан доложить это государственным органам. Это очень важно. У меня вопрос. Да. Вот вы об этом говорите, когда ты знаешь, что это член группировки, ты обязан это сделать, и вы это сделали. Да. Да? Но теперь давайте переведем разговор в плоскость людей, которые не знают. Вот вы были депутатом, и вы видели тогда те периоды Шора, вы говорите сами, я видела те документы, которые подтверждали, что он имел отношение к краже миллиарда, да, или Да. организовал это все. Но люди, которые стали, как сказать, которые тоже брали его деньги и участвовали в электоральной коррупции, они не знали, кого представляет Шор. И вот эта извечная мысль, Может что быть все крали. тогда в 23-м, может быть, люди не знали. Сегодня Я говорю о жителях автономии, как все минимум. люди знают, кто такой Шор. То, что они не верят, что Шор преступник. Да, это есть. То, что И не люди верят. не верят, что Шор руководит преступной группировкой, Не верят. это совсем другое. Давайте найдем аргументы и убедим их, что на самом деле Шор Давайте. это бандит, это вор. А вор должен сидеть в тюрьме. Давайте эти аргументы можете В перечислить? первую очередь у нас есть уже решение по тому, что он украл миллиард. То есть ему дали 15 лет. Да. То есть это решение судебное. Будучи в этой системе в качестве расследования, я могу сказать с уверенностью, никакой суд никогда не примет определенное решение и не даст человеку 15 лет просто из-за того, что кто-то заказал кого-то, как говорит Шор. Шор говорит, что Майя Санду, либо еще кто-то заказал его. Неправда. Я видела документы, и я могу сказать с уверенностью, и мы все это понимаем, что Но есть Шор решение суда. вместе... Да. Параллельно, видите, уже есть решение по краже миллиарда и на Плохотнюка. То есть это понятно, это естественно. Что сделал Шор с этими деньгами? Вместо того, чтобы он их вернул обратно государству, он инвестировал эти деньги в определенные виды бизнеса, которые дали ему определенные дивиденды. Что сделал Шор дальше с этими Для этого и деньгами? крали, наверное. Копеечку, маленькую каплю. Он понял так, что в Республике Молдова очень легко стать политиком, иметь деньги можно, заказать определенную фирму, чтобы тебе сняли несколько видео позитивных, классных, открыть несколько магазинов социальных, чтобы людям давать по копеечке, то есть крадешь миллиард, создаешь условия для того, чтобы все государство обеднело, чтобы государство не могло платить достойных пенсий, чтобы государство не могло создать достойных рабочих мест для того, чтобы пенсии были большие. И даешь маленькую каплю определенному количеству людей. Для того, чтобы попасть в парламент и решать дела государственные, нужно 70 с лишним тысяч граждан. То есть можно украсть от 3 миллионов граждан, Да. инвестировать в свой бизнес и платить ежемесячно по 1000 лей этим 70 с лишним тысяч граждан, которые за тебя всегда будут голосовать. Но была озвучена такая цифра, что более 300 тысяч человек состояли по всей Молдове в той самой сетке Шора, о которой мы говорим. Естественно, потому я и решила привлечься в этом расследовании, потому что мы помним, как Шор стал мэром Аргеева за несколько недель. И он мне лично рассказывал, он сказал, что до тех пор он давал деньги Филату, Дадону, Плохотнюку на партию, на содержание партии. А для чего это делают бизнесмены? Что потом дал тебе деньги, а потом вызывает и говорит: слушай, реши для меня этот закон, чтобы я смог зарабатывать деньги на территории Республики Молдова. Из-за того мы становились очень бедными. Шор в то время, когда начал подкупать избирателей и стал мэром Аргеева, его ни полиция, ни Чиня, ни прокуратура не приостановила. Тем самым он начал расцветать, развивать свою сетку этих людей, купленных для голосов. А почему государство не могло тогда поставить заслон этому? Как вы думаете, вы уже были и тогда в политике? Вы знаете, во-первых, не было желания политического. И, наверное, не было таких людей, как я, которые, несмотря на желание и нежелание политиков, которые руководят страной,
пришли в систему, собрали доказательства, которых уже сложно. Проще меня убить, застрелить, чем вот все эти доказательства, которые я собрала за 6 месяцев. То есть для того, чтобы государство научилось бороться с преступными группировками, недостаточно политического желания. Должны быть и люди, и в системе ЧНЯ, и в системе прокуратуры, и простые граждане, которые, когда видят, что нарушается закон, должны не бояться обращаться и собирать доказательства. Скажите, да, простите, Да. на ваш взгляд, на чем строилось вот это вот влияние, которое имел Шор на простых людей? Вы говорили о политиках, а вот на простых людей. На чем? На тех финансах, которые он обещал, на идеологии или на том, что люди расстроены и не доверяют, допустим, власти в регионе, в стране? Во-первых, Шор воспользовался слабостью людей, которые имеют мало денег в начале. Слабостью или бедностью? Ну, это тоже слабость. Это, слабость да. что-то духовное, какое-то человеческое качество, да, слабость, искушение. А вот я думаю, что это деньги. взаимосвязано. Когда человек слабый духовно, он и бедный, потому что когда у человека сильный дух, тогда он находит в себе возможности, начинает работать, стараться, создавать благосостояние. Потому что, в принципе, мы все хотим этого благосостояния. И каждый человек имеет свободу выбрать дорогу. Он будет трудиться сам, он будет платить налоги, он будет трудиться в поте лица своего, либо он просто будет ничего не делать и получать определенные месячные деньги у Шора, и будет ему хватать на хлеб, на молоко, и ему этого достаточно. Да, у нас республика бедная страна, но это не проблема этих последних 5 или 6 лет. К этому нас ввели. И кто в этом виноват, мы с вами, нам не хватит времени. Я решила найти ответ, кто и что может сделать, чтобы это приостановить. Вот и Скажите, все. но для меня даже в этой студии сейчас, когда я вас слушаю, все еще нет ответа на вопрос, и я думаю, что он интересует и наших зрителей. А ответ на вопрос вот какой нужен. Зачем вам, Арине Спатару, нужно было входить в этот контакт с Шором и работать под прикрытием? Какую цель лично вы преследовали как гражданин? У меня не было никакой личной цели. Я могу вам сказать больше. У меня только больше проблем и провокаций было из-за этого. Но я поступила как сознательный гражданин. И для этого я призываю всех людей. Потому что, окей, я встретилась с коррупцией на высшем органе. Но у нас коррупция может быть везде. И в школе, и в садике, и по дороге, когда полицейский у тебя попросит деньги, да. И везде. То есть это не очень важно, в какой ты области борешься с коррупцией, но важно бороться с ним, и важно об этом рекламировать. Я считаю, что если каждый человек, который сталкивается с этой несправедливостью, будет обращаться к государственным органам, мы вместе, вы в Гагаузии, кто-то в Бельцах, кто-то в Кагуле, кто-то в Кишиневе, мы сможем вместе создать условия, чтобы эта коррупция приостановилась, чтобы мы ее... Это задача граждан всех. Это самая большая болезнь нашего сообщества, коррупция. Потому что маленькие люди, учителя, воспитатели, полицейские, берут по чуть-чуть. И я слышу очень часто, когда слышу в новостях, что взяли полицейского за 150 евро. О, Мари, нет, это тоже коррупция. У меня была такая ситуация в жизни, когда ко мне пришла коррупция в больших масштабах. Но... Это сколько в больших? Назовите эту цифру, которую вам предлагали. Ну, в первую очередь, меня привлекли в эту преступную группировку. И когда прошло определенное время, и Шор попробовал меня как-то убедить в том, что он именно тот лидер, которому я должна прислушиваться и для которого я должна работать, он мне отправил $50 000 и 100 000 лей к воротам через Нестеровского, ко мне домой. И эти деньги я спокойно отдала с уверенностью прокурорам и не сожалею совсем.
Потому что меня и мой папа, и мама, и бабушка, и дедушка всегда учили тому, что ни один лей чужой не заработанный не принесет тебе счастья, уверенности, любви, уважения. Наоборот, ты можешь стать более шантажабельным и более уязвимым, чем ты был до тех пор. Уж лучше меньше денег и больше достоинства. Скажите, а как-то эта история вся отразилась на вас, на ваших близких? И были ли моменты, когда вы переживали за свою и боялись за свою безопасность? Ну что, естественно, а как вы думаете? Естественно, я боялась. Это расследование длилось 6 месяцев, и, естественно, как человек я прошла через определенные периоды, когда в первую очередь я просто искренне согласилась сотрудничать и помогать органам собирать эту информацию для того, чтобы это была основа для уголовных каких-то преследований. Потом мы вместе с командой, потому что я должна обязательно всем сказать, не только я была, за мной были следователи ЧНЯ, прокуроры, представители СИС, потому что в то время в этой команде работали представители 3 государственных органов разных. Меня это успокаивало, потому что я понимала, что когда при одном расследовании работает 3 государственных органа, и я как политик, то есть 4-е лицо, я понимала, что тут больше будет транспарентности, что мы взаимосвязаны. Конечно, у каждого была своя роль, но мы друг над другом как бы наблюдали, мы понимали, кто что делает, и мы понимали, что от нас зависит. То есть если кто-то из этой команды мог скрыть информацию, я боялась, во-первых, того, чтобы эта информация не стала известна Шору. Мы прекрасно понимали, что у него есть люди именно и в ЧНЯ, и в прокуратуре антикоррупции, и судьи у него есть тоже подкупные, которых он их содержал, и которые могли бы ему помочь. Это был первый мой страх. Во-вторых, я боялась уже и за свою семью, потому что с каждым шагом, то есть это расследование становилось все более комплексным, и все больше людей приходили вот в эти наши сети под названием расследования, и мы узнавали не только о том, что делается на севере, но параллельно мы смотрели и следили на том, что именно было тут в Гагаузии, потому что это было именно то время, когда Евгения Гуцул выиграла первый тур. И когда был 2-й тур, и я у него в Израиле была именно в тот период, когда Евгения Гуцул выиграла 2-й тур. И я с Нестеровским, с человеком, который работал в команде с Шором, который знал все детали, он всегда говорил, и это очень важно, чтобы люди, которые за нами наблюдают, поняли, когда, потому что мы с Нестеровским общались где-то с февраля месяца. В то время, в тот период говорилось о том, что будут выборы Башкана. И он говорил, что вот Шор никак не может найти человека в Гагаузии. А я шутила, говорила, я говорю, ну ты же прекрасно понимаешь, что у Шора есть достаточно денег, чтобы он любого человека назначил и за него выиграют. Потом прошло время, приходит ко мне Нестеровский и говорит: слушай, Нестеровский, Шор нашел эту Евгению. Она работала секретарем в какой-то организации, такая незрачная. И все коллеги из Гагаузии, из команды Шора, как-то думали, у нее нет шансов, а Шор был уверен, что она выиграет. А потом прошло время, он говорит: слушай, я удивляюсь, как Евгения растет в вопросах. Говорит, она вообще, он так вот делал, вот так. Извините, я не люблю говорить плохо о женщинах вообще. Но он так говорил, она вот такая, и как люди за нее будут голосовать? И я ему всегда говорила, я говорю, слушай, ты же прекрасно знаешь, как работают эти инструменты Шора. То есть Шор покупает человека, дает ему ежемесячно 1000 лей, человек начинает морально, психологически считать, что он зависит от Шора и обязан ему своей жизнью до конца жизни. Я ему еще говорила, говорит, вот увидишь, она будет Башканом. И Нестеровский, это было записано официально, когда мы говорили с ним, он все говорит, да нет, да за нее не будут голосовать, да не думаю. И когда я приехала к Шору тогда, он был на пике славы, он был тогда уверен, сказал, вот мои технологии подкупа, вот то, что я делаю, они дают результат.
результаты, я взял Гагаузию, все это мое. И представьте себе, вы говорили о психоэмоциональной стороне, как у меня тут все сжималось, когда я видела его ликование, его счастье, видела этих депутатов парламента у него в кабинете и понимала, что это не демократия, это совсем не то. И я всегда задавалась вопросом, почему государственные органы не работают? Что ими руководит? Что им мешает, чтобы они собрали информацию? Потому что тут в Гагаузии все знали, как раздавались деньги. Люди все брали деньги, людям не говорили, не берите деньги. Нельзя это делать. Понимаете как? И, естественно, это меня продвигало, и я думала, я не остановлюсь. Нет, я соберу всю информацию. А в ходе расследования все-таки у вас появился ответ на вопрос, почему государственные органы знали, что подкупают, и ничего не делали? Не было достаточно законов, сильных законов, чтобы они могли отвечать на вот эти провокации на тот момент. Доказательной базы не было? Не было законов, которые вы же увидели, что с 24 года уже начали серьезно штрафовать людей, которые брали эти деньги. Не было механизмов, потому что не зналось, как эта сеть работает. И вот в этом расследовании, параллельно с тем, что я собирала информацию на эту группировку и на Шора в том числе, параллельно работала комиссия парламентская, работала Министерство юстиции, Министерство внутренних дел для того, чтобы прикручивать законы для вот этих провокаций, для этих проблем. Потому что тогда Шор, он великолепно пользовался законом Республики Молдовы и всегда говорила, что я просто помогаю людям. То есть нужно было доказать, что это не просто помощь филантропская, что это неофициальные деньги, которые идут именно с целью подкупа избирателей, именно с целью финансирования электоральной кампании Евгении Гуцул. И то, что Евгения Гуцул сейчас сидит в тюрьме, это благодаря нашему общему расследованию, потому что вот в эту большую корзину, которую мы открыли для Нестеровского для начала, потом попала Но Ирина. Нестеровский не попал туда, где находится госпожа Гуцул. Нестеровский сбежал из страны. Это у меня тоже большие вопросы, потому что юстиция – это не только решение суда. Юстиция – это начало от того, как ведется расследование и как правильно собирается доказательная база. Это суд с решением транспарентным, правильным, аргументированным. И это уже дальше начинается, как этот человек, пробатюни, как на русском, как этот человек, уже его закрывают в тюрьму, как он там проводит время, то есть это процесс отдельный. И, к сожалению, у нас не все еще так хорошо. Скажите, а вы говорите о том, что вы были как раз на встрече с Илоном Шором, когда здесь выиграла первый тур Евгения Гуцул. Может быть, вы слышали ответы на вопрос, зачем Шору Гагаузия? Я вам скажу очень просто. Шор в те времена, если вы помните, он был вне закона в Российской Федерации. У него испортились отношения с Путиным, да. И его семья жила там, а он жил в Израиле, если вы помните. Да, да. У него там было несколько уголовных дел, и если бы он вернулся в Россию, то его бы закрыли. После того, как Шор узнал, что я была под прикрытием, за ним лично приехал олигарх, который финансировал ему вот эти партии, которые он подкупал, создавал. Вы знаете своих имя интересов. этого олигарха? Это олигарх, который, не знаю почему, сейчас решил поговорить с Зеленским и с Путиным, и он почему-то решил, что именно он может остановить войну. Но не знаю. Вы говорите об Абрамовиче? Мне сам Шор, потому что когда мы с ним встречались и говорили о том, как он собирается финансировать проевропейскую партию, которую он хочет, чтобы я для него создал, он мне сказал, что у него есть друзья, олигархи в России. Угу. И для них вообще несложно помочь политике Республики Молдова для того, чтобы создать определенную партию. И прийти к власти. Да, $1 миллион это не проблема. Но я считаю... Вам это было сказано, что $1 миллион это не проблема? Это вообще не проблема, да. Это совсем не проблема. То есть он оперировал с разными цифрами спокойно, у него было несколько телефонов, у него на связи был, потому что для того, чтобы быть влиятельным олигархом, недостаточно иметь только деньги, и надо иметь и связи. У него в любом телефоне был список очень влиятельных людей
в Республике Молдова, когда у него появлялся какой-то вопрос по отношению к какой-то темы, он сразу набирал кого-то, ему сразу отвечали. И отвечали, например, если проблема касаемо законодательства электорального, он звонил юристу, и он быстренько ему отвечал и объяснял, имена как тех, это кого всё. он набирал, вы можете сказать? Вы знаете? Я не могу вам сказать имена тех, но этот список этих людей, потому что помимо того, что мне Нестеровский офшор отправил доллары и леи, он мне отправил и телефон с этой аппликации БРИ, о которой мы с вами говорили. И в этом телефоне у меня было только 4 контакта. Но в телефоне моего коллеги Адриана Кулай, которого он тоже устроил на работу, чтобы создать мне эту партию, у него была вся база телефонная номеров. И эта база ушла к государственным органам. И это уже их домашнее задание, чтобы они обратились к тем, которые числились в этих списках, и чтобы они разобрались со всей сеткой. Это еще раз ответ тем, которые спрашивают, почему я задержалась полгода, чтобы убрать вот всю эту сетку, вот всех этих бандитов, весь этот рак нашего государства. Для этого нужно было время. Я возвращусь к Шору, чтобы люди поняли, чем это опасно. Шор тогда жил в Израиле. Да, вот это интересно. Его преследовали в России. Угу. Он очень хотел вернуться в Россию, потому что Россия, как государство для такого профиля, как Шор, как предпринимателя, где есть коррупция, где есть сфера влияния, где есть грязные деньги, для него это самое удобное, где есть ресурсы, где есть много газа, где есть много электричества, где есть дорогие бриллианты. То есть для него это была самоцель – вернуться не в Молдову. Он говорил мне, что он хочет. Он хотел вернуться в Россию. И для того у него была договоренность с вышестоящими. Вы видите, кто его сейчас, друзья. Сейчас мы уже все это видим. То есть он предложил свою технологию, свою схему подкупа. Тогда у него на тот момент уже был этот магазин Шор, определенная база данных людей, с которыми он сотрудничает, которым он продает батоны по лею, который будет готов при любом обстоятельстве проголосовать за Шора. У него уже была сетка в телеграм-каналах, у него уже был этот бизнес подкупа избирателей. Получается, он продал свои технологии? Он продавал свою технологию Российской Федерации, и он убедил Путина, людей, которые окружают Путина, и сказал так: послушайте, я могу вас научить, как без войны можно взять руководить Молдовой без бомб, без танков, просто простым методом. Мы Госпожа туда Спитарова, отправляем партии, которые мы финансируем, и которые мы потом их будем вы говорите, дирижировать. он сказал, и цитируете. Вы действительно имеете эту цитату? Да, Шора? мы с ним говорили, он объяснял все прекрасно. А И как вот вы об этом думаете? он вам говорил? Да, он это признавал. А как вы думаете, как он хотел добиться того, чтобы я с ним сотрудничала? При первом разговоре, естественно, он старается обольстить тебя, убедить в своем влиянии, в своей силе, в своей уверенности, что у него все под контролем. Он мне говорил следующее, он говорил так: он не будет вмешиваться в мою проевропейскую партию, он не будет меня учить, о чем говорить, что говорить. Но когда мы вместе встретимся в парламенте, тогда он уже будет давать нам распоряжение, за что голосовать, что делать, как делать. То есть ваша цель была привести эту партию в парламент? Я хочу вернуться чуточку в Израиль, куда вы сидели за ужином, это был первый вечер, и тут вы сидели с много супругом. информации. Очень много, и у нас очень много вопросов, но очень важно, мне кажется, это проговорить. Во-первых, это интересно, как это делают люди, у которых миллионы долларов, просто мелочи для того, чтобы добиться какого-то результата, попасть в парламент, привести и руководить страной. Вы были с супругом, который является священнослужителем. Он тоже работал вместе с вами над этим расследованием? Тоже был агентом под прикрытием? Нет, мы тогда вместе с ним были просто свидетелями уголовного дела. Просто свидетелями. Агентом под прикрытием я стала уже, когда стала председателем партии Алди.
Мгм. А председателем партии Алди, простите, вы стали когда уже... В августе, В августе. А с Шором вы встречались? в мае. В мае. Мой открытый вопрос. Да. Значит ли это, что вы участвовали в этом, а потом создали партию, и это дало вам какую-то такую, как сказать, поддержку для создания партии? Вы легко зарегистрировали партию? Партия не была легко зарегистрирована. Партия она уже существовала переименовали её. 11 лет. Мне было очень легко собрать единомышленников. Почему? Потому что я была политиком, у которого был бэкграунд. Я в политике Молдовы с 2015 года. И, естественно, я должна была принимать людей, которые отправлял Шор, и говорил, вот вы идите в ту партию, там вас ждут. Да? Но параллельно в партию Алди приходили люди, которые меня знали. Люди же не знали, что я под прикрытием. Наоборот, будучи председателем партии и зная, что творится у них, только так я могла позволить, чтобы партия была использована как прикрытие для этого расследования. А теперь посмотрите, у вас была возможность получить миллионы долларов, как вы говорите, с легкостью. Вы отказались, потому что вы сочли нужным работать и помочь государству выявить, какими коррупционными схемами пользуется человек, который годами пытается добраться до власти и руководить страной. И вы сейчас, как партия Алди, сказали нам в начале этого выпуска, вы получаете 18 тысяч лет для того, чтобы развивать партию. Да. Диссонанс определенный, поэтому... В чем диссонанс? Диссонанс он в цифрах, но гражданская позиция человека, которая пошла на это, для меня, как для гражданина, совершенно понятна и импонирует тем, что это смело и это важно. И теперь у меня возникает вопрос, а как вы будете развивать свою партию на 18 тысяч лев? Сложно. Кто? Но для этого того, нам нужно вы... время. Нужно время. А кому сейчас легко? Вы думаете, учителю, который имеет зарплату нищенскую, ему легко обучать детей, создавать образование как процесс, потому что каждый учитель на своем рабочем месте, он моделирует будущее сознание маленьких деток. А врачу проще, а мэру, у которого зарплата в 15 тысяч лей, и он в своем селе, и плотник, и сторож, и все остальное, ему проще. Кому сейчас легко в Республике Молдова? Я не жалуюсь. Возникает и другой вопрос. Но вы же понимаете, что если вот так, как вы сейчас ведете, то у вас не будет спонсоров никаких у этой партии. Возможно. Да, я распугала всех грязных спонсоров. Грязных спонсоров. Но, а есть у вас чистые спонсоры, если уж вы так их идентифицировали? Понимаете, я считаю, что мы вместе с вами и с медиа, потому что, когда мы говорим о нелегальном финансировании партии, мы можем с уверенностью говорить о нелегальном финансировании медиа, и я уверена, что у Шора было и медиа. Давайте через... Оно как было? Было, конечно, было. Ну, вот видите, мы их видим, вот мы видите. Их знаем, и они даже сегодня есть. Теперь вы создали программу «Единомышленники». Правда, вы ищете единомышленников? Правда, у вас мало бюджета? Правда, вам не хватает на все? Но есть вещи, ценности, которые вас руководят изнутри. И вы понимаете, что если не я в этой маленькой бедной Гагаузии, тут, где Шор развил свои структуры, которые подкупают, которые есть люди в Гагаузии, как есть люди и в Аргееве. У нас сегодня люди у власти, которые являются которые, знаете, что делают? Они прячут доллары от Шора в банках 3-литровых. Это я знаю из моего расследования, потому что они не знают, где их потратить. У них есть эти деньги. Но мы создали такие условия, когда они... Чтобы купить квартиру, должны объяснить, откуда деньги. Чтобы открыть партию, профинансировать, надо объяснить, откуда эти деньги. Понимаете как? Так что я... Но потом в подвале кто-то найдет, как у прокурора, у кого там в подвале деньги нашлись. Почему же в банке не складировать? Видите, да. Я тоже против того, чтобы закон использовался так преференциально, но я думаю, что для этого есть определенные органы, и государство должно определиться с этим. Я говорю об этом, что партии должны создаваться по мышлению и по тому, как люди резонируют, и не по другим интересам. И я согласна, да? Я здорова, я молода, я согласна работать,
и воспитывать, потому что нам нужна культура политической жизни. И да, сложно бороться вот практически, вы смотрите, у нас получается, что с одной стороны рак – это финансирование легальное шором, и с другой стороны вам кажется, что как будто бы я с витамином С хочу излечить молодую женщину, болящую раком, которая имеет метастазы 4 степени. Но я уверена, что когда мы найдем друг друга, единомышленников, медиа чистую, правильную, политиков чистых, правильных, врачей чистых, правильных, учителей, полицейских, мы создадим вот эту вот атмосферу чистую, качественную, и вот этим правильным подходом будем заражать и всех остальных. А злоумышленников надо ставить в тюрьму, это однозначно. И идеальное такое представление общества, таким оно и должно быть. И будем верить, что да, таких людей должно быть больше, чтобы общество стало таким. Люди говорят, что госпожа Спатара у нас сейчас в студии, поэтому, друзья, вы тоже следите за нами. Мы говорим сегодня об очень важном, мне кажется, о том, как коррупционные схемы развиваются, видели мы все, как подкупаются избиратели, видели многие, и как от этого избавляться, может быть, есть рецепты у госпожи Спатары, еще услышим до завершения нашей дискуссии. Вы оставайтесь с нами и подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Люди говорят, что... Люди говорят, что Шор своровал миллиард, но и нам дает, а другие просто своровали и не делятся. Любые деньги сворованные, они нелегальны, и их не надо воспринимать. А воры должны сидеть в тюрьме, вне зависимости, это Шор или другой человек. Люди говорят, что Таубер, Петров, Суходольский, сотрудничавшие активно с Шором, исчезли незаметно, потому что им позволили. Потому что государственные органы еще не так крепки, чтобы бороться с такой опасной коррупцией. Люди говорят, что Гуцул Шор изначально подготовил на роль жертвы. Она страдает, народ жалеет, Шор коррумпирует и зарабатывает. Они правы. Люди говорят, что зачарованы, и судьбу страны определяют не избиратели, к сожалению, а продажные политики. Неправда. К сожалению, до недавнего времени больше было продажных политиков. Проблема в политиках. Мы не должны голосовать за продажных политиков и должны находить возможности, время, узнавать честных политиков. Их достаточно. Люди говорят, что задача Шора — усилить антиевропейский настрой гагаузов. Они правы. Люди говорят, что Шор, Дадон, Фортуна — звенья одной цепи. Они правы. Люди говорят, что честные избиратели не спасут Молдову. Спасут, я уверена в этом. Я бы хотела вернуться к одному из ваших ответов. Вы сказали о том, что вы были в том же кабинете, где находились и Дмитрий Константинов, Илья Узун, Михаил Влах, когда они тоже побывали в Израиле. Как вы думаете, можете спроектировать и сказать, какой состоялась между ними беседа? Для начала Шор всегда старается быть очень обходительным. И для таких людей, которые в политике, это очень важно, когда им создается впечатление, что они очень важны и нужны этому человеку. Он умеет обольстить Шор. И вот к этому отношению уважительному, открытому, добродушному, когда добавляется в припрыжку еще пакет с деньгами, как было в моем случае, потому что вначале он был со мной внимателен, а через 2 недели мне Нестеровский привез деньги к дому. Вот тогда я считаю, что это определенный инструмент, как катализатор. Тогда из человека выходит его сущность, и простой гражданин может понять, это настоящий политик или это просто человек, который пришел в политику воспользоваться слабостями граждан и разбогатиться. Я знаю, что вы следите за тем, что происходит в Гагаузской автономии, но потому что невозможно быть лидером одной партии и не следить за тем, чем живет Гагаузская автономия. Все партии приезжают сюда только тогда, когда выборы, и проевропейские в том числе. А вы будете открывать свои филиалы здесь? Я уж не говорю, что на 18 тысяч лей в месяц это невозможно, но тем не менее мне интересно, какие у вас стратегические виды на Гагаузию? Я очень слежу за Гагаузией, потому что
для меня очень важно, чтобы люди поняли, что ими пользуются политики, которые не имеют ничего общего с интересами гагаузов. Это политики, которые хотят просто развить свое влияние и создать определенный фронт войны, который в Украине. Я очень бы хотела создать тут ячейку, и я очень бы хотела сюда приезжать. И я достаточно имею аргументов убедить любого гагауза, что важно для гагаузского края. Но, естественно, все останавливается в финансовые проблемы. Но для этого есть интернет, для этого есть телефон, и для этого есть определенные единомышленники, которые у нас есть в Гагаузии. Сейчас я считаю важным и нужным убедить этих людей, которые верят в чистые выборы, в чистую Молдову, без коррупции, без подкупов, что их вовлечение очень важно. Потому что я прекрасно понимаю, что они проходят через тоже большой прессинг людей, которых оплачивает ШОР, что их обсуждают, что их унижают, что их... Сложно найти такой термин простой, человеческий, но я прекрасно понимаю, потому что... Вы понимаете тех людей, которые брали деньги ШОРа? Нет, я понимаю тех людей, которые говорят о справедливости и о законе, и о истинных ценностях. И, к сожалению, их меньше. Но я хочу просто их подбодрить и сказать, что они не одни, что люди, которые думают и поддерживают чистую политику, их достаточно больше. И чтобы они ориентировались на тех людей. Не те, которые пишут страшные, угрожающие комментарии в соцсетях, а те, которые наблюдают и понимают это. А для нас, остальных политиков, очень важно понять, как думает гагаузский народ, какие их важные и основные потребности, подружиться, приблизиться, познакомиться ближе и ближе с традициями, с семьями, с языком. И тогда у нас будет меньше войны межэтнической и больше... А ее и нет межэтнической. Да, скажите, а вы как человек, который контактировал с ШОРом, должны ли мы тут в Гагаузии поверить тому, что он ушел и что его здесь сегодня нет, что он не влияет? Я думаю, что он влияет, к сожалению. Смотрю, как ведутся вот эти заседания органа, правящего органа Гагаузии, Народного собрания. Смотрю, как он себя ведет в Петербурге, в России. То есть я вот недавний саммит, этот экономический форум. Да, этот экономический форум, я же прекрасно понимаю, какой месседж был у ШОРа. Он передал людям, которые он проплачивал, что я в порядке, все будет хорошо, и при первом же моем звонке, щелчке будьте наготове. Это сложно. Это сложно избавиться от его влияния. Да, я видела полицию, которая очень много людей хотела оштрафовать за то, что они брали деньги от ШОРа. Но я всегда говорила, что это не самый удачный инструмент для того, чтобы привлечь этих граждан на сторону справедливости, честности, добропорядка, закона. Не так делается. Вот если бы ШОР сейчас сидел в тюрьме, по моему расследованию, вот тогда бы это был месседж для жителей Гагаузии, которые еще считают, что правильно брать деньги у него. Вот тогда был бы месседж со стороны государства. ШОР вор, он сидит в тюрьме, остановились и начали жить нормально, здорово, работать для процветания Гагаузии. Он там Марина, там Нестеровский, там Лозован. Они живут припеваючи. Это такой месседж проплаченным политикам из Гагаузии, который он говорит: ребята, я своих не бросаю. В смысле не бросаю? Госпожа Гуцул сидит в 13-й тюрьме. Ну, мы же с вами... Господина Петрова нигде нет. Просто вы представляете, что такое? Так первый заместитель Башкана его просто нигде исчезает. Нет, но он не в тюрьме.
он не в Заметьте, тюрьме. из всех только Гуцул сидит в тюрьме. А почему сидит Гуцул в тюрьме? как работает Потому своих не что бросает? жители Гагаузии знают, что Гуцул – это инструмент шантажа. И Это жертва. Жертвоприношение, как говорится. Они попробовали показать, что она такая жертва, и все. И я вас уверяю, что если Шору нужно было бы, чтобы Евгения Гуцул была на свободе, Она была бы там, она в была Москве, как минимум. вы же видели недавно, менялись гражданами России и Молдовы, кого-то привели сюда, спецслужбы, кого-то увели обратно, если вы помните. То есть я думаю, что Могла бы быть Евгения Гуцул одной из тех... Я думаю, что да. Если бы Шору это нужно было, потому что Шору очень влиятельный политик в Российской Федерации, но ему очень выгодно, чтобы она сидела. Вы тут его в тюрьме. называете политиком. Лично я его политиком не называю, потому что у него есть статус, который закреплен судом, и сейчас он не политик. Но он Для может нас он быть не политик. бандитом, но политиком. Он же вмешивается в политику. Ну, я думаю, Он же финансирует политиков из этой возможно, самой, мое да. представление о Шоре не позволяет мне его называть политиком. Он человек, который сбежал из этой страны и осужден. У меня, знаете, какой вопрос, слушая вас, он возник сейчас. Вот, скажите, вот вы говорите, вы хорошо понимаете людей, которые брали деньги, и сложно отойти от этой зависимости, да? Или независимости, как вы правильно сказали? То есть люди обязаны, да, ему? Чувство такого обязанности. Ну, наверное, да, у людей, когда ты взял деньги, ты обязан что-то сделать. Ну, мы думаем, что на выборы люди тоже ходят и голосуют так, потому что они взяли деньги, даже если никто не видел, что им давали деньги, они считают своим долгом проголосовать. Да. Вы знаете, я хочу вас попросить ответить вот на какой вопрос. Члены исполнительного комитета Гагаузии. А это, считайте, наше местное правительство, да, то есть, чтобы было понятно. Их всех как никогда представлял с экрана Шор. И это самая главная проблема, о которой говорили все медиа и политики, которые понимают, что не должно быть так. Потому что четко прописано в законе, что представляет исполнительный комитет непосредственно глава автономии. Глава автономии тогда была на месте, она не была в тюрьме. Она была на месте, но не она представляла, а Шор счел нужным вот так вот помпезно представить исполком и заявил, что он с каждым из членов исполнительного комитета беседовал, и они прошли какую-то там, что было тогда, комиссию какую-то, да, они создавали, по-моему, кто-то из Питера. По набору специалистов. Да, то есть их анализировала как личностей, которые соответствуют той или иной должности, их соответствие анализировала какая-то петербургская комиссия. И вот Шор их представлял в тот день на экране, и по сегодняшний день ни один человек из членов этого исполнительного комитета не сделал никакого заявления, не ушел, не написал заявление по собственному желанию. И всех нас, людей, которые думают о том, что Шора здесь не было бы, если бы эти люди сделали бы что-то, как вы думаете, что этим людям мешает это сделать? Признать? Им ничего не мешает. Они прекрасно, я уверена, что они до сих пор с ним сотрудничают, и он их поучает, он дает им определенные направления. И я уверена, что он их содержит и финансово. Уверена, потому что и, естественно, как любой злокачественный политик, я уверена, что у Шора есть определенные досье на этих людей, они шантажабельны, они его и боятся параллельно. И с уверенностью он им говорит, если не будете слушаться, я вас оставлю, вас государственные органы привлекут, я вам не дам адвокатов, я вас не заберу с собой в Россию. Естественно, с одной стороны пряник, с другой стороны кнут, это инструмент такой. Тут только Бог и граждане могут рассудить и осудить и приостановить это все. Да, мы видим, что вот эта ситуация с выборами, которая у нас сейчас разворачивается в Гагаузии и имеет уже продолжительность, наверное, тоже полгода, сколько длилось ваше расследование, или даже намного больше. Мы видим, что те люди, которые, допустим, Илья Узун, который был у Шора, он сейчас пытается сделать все для того, чтобы тот механизм запуска выборов, который был найден депутатами Народного собрания Гагаузии и депутатами парламента Республики Молдова, представителями ЦИК, чтобы он не сработал. Зачем нужно это Шору, если Илья Узун – это человек, который продвигает его идеи здесь? Зачем это ему нужно? Он защищает свои интересы и свое влияние.
В Бельцах у него не получилось. Если вы помните, в 2021 году Марина пробовала баллотироваться. И вместе с командой журналистов мы сделали расследование. И с этим расследованием пошли в ЦИК, пошли в суд. Да, ее сняли. И, если вы помните, мы сняли, то есть мы приостановили. И даже если в 2023 году он смог продвинуть определенное количество местных советников, у него по-любому этого не получилось. Потому что их уже было меньше. То есть мы создали все условия, чтобы он не развился, не усилил свое влияние. В Гагаузии, к сожалению, у него есть еще очень большое влияние. И, естественно, он не хочет уступить. Но тогда получается по логике, которую вы чуточку выше сказали, что если люди брали деньги от Шора и являются членами исполнительного комитета как минимум, да, то теперь они, как возможно, подлежат какому-то шантажу, и поэтому они никогда не уйдут от своих должностей. То есть у нас будет всегда Шор? Нет. Я думаю, что наше государство, правительство, парламент должны найти инструменты легальные, законодательные для того, чтобы приостановить этот хаос, потому что то, что творится в Гагаузии, это хаос, и это никому не нужно, потому что тем самым не развивается Гагаузия, тем самым нельзя привлекать другие проекты, тем самым, то есть он оставляет Гагаузию в определенной зоне ГРИ, так, чтобы тут не было никакого развития. Был его сапог, и сапог те, которые его финансируют, и чтобы Гагаузия была копейкой шантажа, например, на переговорах мира в Украине, потому что по-любому мир в Украине настанет. И вы видите, что Зеленский... Как вы это связываете? Зеленский... Почему? Потому что это контрафронт, это фронт с тыла Украины, понимаете? Все, что это влияние Российской Федерации на левом берегу Днестра. У нас есть нелегальное правительство, которое финансируется Российской Федерацией, создаются условия для того, чтобы граждане тоже были манипулированы и воспринимали как Российскую Федерацию, как дружественную страну, а сейчас она не является таковой. Такая же сфера влияния Шор пробует ее создать вот тут, в Гагаузии, для того, чтобы тыл Украины, для того, чтобы Республика Молдова, которая находится на перекрестке двух цивилизаций, всегда была в уязвленном состоянии, для того, чтобы можно было выиграть в каких-то определенных договоренностях. И, естественно, вы же видите, даже есть уже и тиктокеры, которые зовут Путина к нам. А кто хочет войну у нас в Республике Молдова? Никто не хочет. Это очень опасно. То есть это такие инструменты очень интеллигентные, но именно инструменты, которые ведут корнями в войну в Украину. Госпожа Спитару, вы понимаете, что людям очень сложно в этом разобраться? Я сейчас говорю о среднестатистическом избирателе, который пойдет на выборы. Вот ему очень сложно в этом разобраться, вот в тех вещах, о которых вы сейчас говорите. Он пойдет на выборы, а до выборов к нему приходят люди, которые дают деньги. Все. О чем дальше говорить в стране? Очень, очень сложно, я понимаю. Очень сложно. Но надо говорить. Надо говорить, надо объяснять, надо искать определенные объяснения тому, что происходит на языке гагаузов. Не на другом языке. Да, нам из Кишинева сложно приходить и объяснять, потому я и согласилась приехать своим собственным опытом объяснить. Но если я говорю неправильным, несоответственным языком, еще задайте мне несколько вопросов по моему опыту, чтобы я смогла это объяснить им, насколько это опасно, когда политик платит тебе за голос. Ну тогда попробуйте, пожалуйста, еще раз в этой студии объяснить людям, которые вовлечены. Мы их тоже, возможно, не знаем многих, да, но есть эта сеть здесь. Объясните этим людям, что они должны сделать, либо могут для того, чтобы выйти из этой сетки Шора, для того, чтобы не быть уязвимыми, для того, чтобы не занимать определенные высокие функции и не подчиняться Шору, потому что это территория автономии. Давайте я попробую, посмотрю в камеру, попробую объяснить опыт Гагаузии примером девушки, которая находится в 4-й стадии
онкологического заболевания, когда уже все органы пошли на метастазу, но эта девушка еще и беременна. И врачи говорят, что если она сможет побороть рак, тогда она сможет родить здорового ребенка. Друзья, вы сейчас являетесь клетками, которые могут помочь, чтобы эта девушка поборола этот рак, чтобы она поборола эти злокачественные клетки. Каждая клеточка здоровая, нормальная, которая может принести оздоровление этой девушки молодой, каждая клетка может поспособствовать. Вам иногда кажется, что вы один или одна, и у вас нет никакого шанса выйти из этого порочного круга. Но верьте в то, что если каждый из вас в отдельности начнет понимать, насколько важно, чтобы мы с вами все обновились, чтобы мы все с вами перестали зависеть от грязных денег Шора, и чтобы создали условия, чтобы общество стало более добрым, чистым, нормальным. Каждый из вас может это сделать. Давайте вместе скажите, чем я могу вам помочь, чтобы эта девушка, больная раком, выздоровела. Как мы можем вам поспособствовать? Никто вам не хочет зла. Мы все уважаем вас, как гагаузов. Мы все хотим научиться вашему языку, мы все любим вашу кухню, ваши танцы. Но есть злокачественные клетки, которые хотят вам доказать, что мы вам являемся большими врагами. И это неправильно. Мы вас любим, уважаем, и мы считаем, что вы достойны хорошей жизни. Нам всем нелегко и в Бельцах, и в Кагуле, и в Кишиневе. Нам всем тяжело, Но если мы начнем верить в будущее нашей страны, в того ребеночка, который мы хотим родить, в чистую европейскую страну, у нас все будет хорошо, у нас это получится. Пожалуйста, верьте в свои силы, верьте в вашу страну, в ваш народ. Не верьте грязным интриганам и подкупным политикам. У них один интерес – как разбогатиться на вашем горе и на вашей болезни. Будьте уверены, все будет хорошо. Я надеюсь. Ну, мы тоже надеемся. На самом деле мы сейчас говорим об очень сложных вещах. Очень Потому сложные. что тогда, когда мы все прекрасно понимаем, что очень много людей, у которых не хватает денег оплатить счета, очень много людей, которым не хватает денег на еду, в конце концов. На лечение, да, низкие пенсии, прочее. Все это настолько хорошо понятно. И когда ты говоришь о том, что к человеку пришли домой и дали 2000 леев, а мы тут с Еленой Федоровной очень хорошо знаем, что гагузская автономия, и к этим 2000 леям получения этих денег из ПСБ были подключены не только пожилые люди, а были подключены и те, которые работают в государственных структурах. Да. И это на самом деле стало какой-то такой вот, я не знаю, опухолью. И с этим надо что-то делать. Но это нужно осознание того, что это то, что нас сдерживает. Мы не можем развиваться. А человеку, у которого нет денег на еду, сложно объяснить, что не надо брать деньги Шора или там любого другого, кто бы это ни был. Понимаете, очень сложно. Да. И это основная проблема. Я думаю, что сегодня то, что вы говорите здесь, в этой студии, я далека от мысли, что кто-то вам не поверит. Потому что, да, вы аргументируете, вы работали, это расследование дел, но человеку сложно жить на очень низкий доход. И это и есть основная причина. А вы думаете, мне легко? Или вам легко? Да, нам всем сейчас тяжело. Но не всегда. Наши бабушки и дедушки всегда учили жить с достоинством. Да, они, кстати, имели не унижаться. больше денег. Им по 9 месяцев в колхозе денег не давали. А может быть, в конце года, да, мы делали очень много интервью, когда нам люди пожилые сообщали, что, работая в колхозе, там им давали 1 раз в год. Но что-то они привыкли, им колхоз нравился. Госпожа Арина, мы сегодня очень много говорили о вас как о политике. А сейчас предлагаем поговорить коротко, но о вас как о человеке. Кто такая Арина Спатару как человек? Бельчанка. Родилась, выучилась, прожила 46 лет в Бельцах. И знаю не понаслышке, что такое искусственно созданная борьба между нациями, национальностями. Я выросла в школе, в которой преподавался румынский язык. Но в те времена, когда я была ученицей, по улицам Бельц было очень опасно говорить на румынском языке. Опасно? Опасно, да.
Как минимум ты мог напроситься на жаргон или на обзывательство, или на унижение. И как максимум тебя могли и побить, если бы ты начал возражать и говорить: извините, я говорю на своем языке. Я в свое детство услышала очень много вещей грязных о моем языке румынском, о моем происхождении, о молдаванке, о том, что я молдаванка, о том, что Бога нет. Это всегда было очень разное по отношению с воспитанием, которое я получала в моей семье, когда мне родители воспитывали, моя бабушка и дедушка воспитывали, что Бог есть. Я видела иконы в своей семье, я видела вышитые просапи, то есть все национальное. Моя бабушка из Маранден, Фалежского района, она очень любила готовить традиционные блюда. И когда я ходила в школу, и нам учительница говорила: Бога нет, что Гагарин был на небе и не увидел Бога, для меня это был шок. Я приходила, рассказывала бабушке, я говорила папе моему, который тоже пострадал, у которой тоже мама умерла в маленьком возрасте от несправедливости, потому что его дедушки в то время раскулачили, забрали у него дом, коров. Его дедушка жил определенное время в маленькой избушке на берегу какой-то маленькой речки, потому что у него забрали дом и там сделали колхоз. Меня воспитывали вот в такой семье, меня любили, меня воспитывали наши традиционные ценности, религию, любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к своему языку. Естественно, я понимаю людей, которым много-много лет говорилось, что наш язык должен быть русским, что я училась несколько лет на так называемом молдавском языке. Это для меня был шок культурный, когда нас заставляли писать на молдавском языке кириллицей. Хотя я у бабушки с детства, с детсада видела книжки на румынском языке. То есть то есть графия латина. Я прошла все вот эти вот переживания, все эти фрементарь, как на русском, страдания, потому что я понимала, что это несправедливо, что делается с моим языком, с моей нацией, что нас заставляют говорить обязательно на русском, что мой папа, которого крестили Ион, его назвали Иван. То есть видно было, что по отношению нас, молдаван, и я уверена, что по отношению к гагаузов тоже так происходило, что нас пробовали сталкивать лбами между нами, и нас пробовали убить как нацию, забрать у нас наши ценности, наши традиции, нашу веру. И я рада, что мы дожили до момента, когда мы получили независимость, и мы начали свободно говорить о том, кто мы, какие у нас традиции, нам открыли церкви. Но для демократии, которая для меня демократия, это равно благосостояние, потому что только в демократическом государстве можно жить спокойно, и может и бизнес развиваться, и люди могут рожать детей и воспитывать их тут. Нам еще есть время, потому что слишком много лет над нами издевались и пробовали нас обнулировать как людей, как нацию. Да? Вот. Политикой я начала заниматься в 2015 году. Зачем? Зачем? Я тогда была предпринимателем в Бельцах, и очередной раз мое ателье опять ушло ниже плинтуса из-за девальвации лей, если вы помните, а причиной тому стала кража миллиарда. И тогда мы начали с моим папой и с моими детьми ходить на протесты в Кишинев. Я вышла замуж в 17 лет. Кто-то скажет слишком рано, кто-то скажет нормально. Но я за свою жизнь успела все, что я как бы запланировала. Я успела закончить колледж, получить свою любимую профессию, университет, создала семью, родила 3 мальчиков. Сейчас они у меня такие крепкие мужчины, выше меня, здоровые. То есть все успела. И сейчас я на этапе, когда понимаю, что у меня сейчас больше времени свободного, и могу заняться больше политикой. И для меня целью является
благосостояние Республики Молдова как часть европейской цивилизации. И туда мы должны дойти. Вы до эфира нам успели сказать про свою профессию. Я сейчас перечисляю. Все не назвали, кто вы по профессии, но мы знаем, что вы дизайнер. И вот сегодня на вас замечательный наряд. Да. У вас была своя фабрика, вы шьете сами и занимаетесь этим. Это же свой бренд, не просто фабрика, да? Да, у меня была возможность в 2018 году защитить мастерат, там, где у меня была возможность, и я зарегистрировала свой бренд. Это интеллектуальная собственность. Да, я модельер, я крою, я шью, и на данном этапе, будучи председателем партии, я по-любому беру по 2-3 заказа, сама крою, сама шью. Моя профессия мне всегда давала возможность быть независимой финансово, во-первых, в семье по отношению к мужу, и это очень важно, я всем женщинам рекомендую иметь свой личный заработок, не зависеть. И, во-вторых, в политике у меня тоже получилось быть независимой, потому что у меня всегда была возможность смоделировать свой день таким образом, чтобы кроме пошива, работы с клиентом, у меня была возможность еще что-то сделать, кому-то помочь, куда-то сходить, кого-то подбодрить. Так у меня так спокойно и тихо. Моя активистская гражданская позиция в Бельцах превратилась в политическую с 2015 года. Я стала членом команды платформы «Да». Мы вместе ходили на протесты, мы просили миллиард обратно. Вместе с Андреем Настаси? Да, с Андреем Настаси. В 2019 году мне повезло стать депутатом парламента в блоке АКУ. Потом я была депутатом до 2021 года. В 2021 году я решила сделать паузу в политике, потому что это на самом деле сложно. И для этого иногда нужно чуть-чуть отдохнуть. Я вернулась в семью, несколько лет я побыла с мамой, со своими детьми, с мужем, с церковью, там, где он священник. И в 2023 году, то есть я решила вернуться в политику. С новым зарядом энергии. Да, наблюдая, что у нас есть вроде бы проевропейская партия у власти, но ШОР развивает свои структуры. Нестеровский депутат парламента, но он с лихвой берет деньги ШОРа, создает им партию, если вы помните. Нестеровский создал для ШОРа партию «Возрождение». Ирина Лозован, другая коллега Нестеровского, решила тоже помочь и подкупить еще какого-то мэра там на севере. То есть тут Евгения Гуцул уже стала башканом. Думаю, нет, что-то не то в нашей политике. Нужно заняться. А у меня, знаете, сейчас возникает ощущение чего-то не то. Что именно? Знаете, вот вы в активной политике сейчас. Да, во всяком случае, стараетесь, как могу, как можете при тех условиях, которые у вас есть. Да? Но у вас есть партия, и вы можете быть активным оппозиционным политиком. А у меня возникает какой вопрос. Вот все-таки вся жизнь ваша до политики, до 2015 года, она была такая вот воцерквленная женщина, которая имеет 3 детей, муж которого священнослужитель. Для меня матушка, у меня есть знакомые священнослужители, семьи. И матушки – это люди, которые организовывают хор, которые присутствуют на всех службах. И вот ваша жизнь от вот этого до политики. Вот как вот это решение далось? Ну, во-первых… Ведь это очень разное, потому что церковь сама по себе, ну или, скажем, вера христианская, да, живи жизнь тихо, праведно, делай добро ближнему, помоги. А вот политика, она требует все-таки другого, да. И тут пошла и игра, которую вы таки ее сыграли, да, потому что вы участвовали в расследовании и помогали государству вывести на чистую воду вот эти коррупционные схемы ШОРа. Как это компонуется? Очень хорошо. Во-первых, все христиане должны любить ближнего, все абсолютно, не только священник с матушкой. Не только, мы все. То есть человек, который идет в церковь и принимает крещение, он должен, то есть эти законы для всех одинаковые. Да. Во-первых. Во-вторых, мы должны понимать разницу между священником, который женат, это мирской священник, и священник, который идет в монахи. Это совсем другой вид жизни.
и он основывается на других принципах. И там, то есть матушки, которые создают семьи со священниками, это такие же женщины, жены, как и жена врача и других. Потому что нигде не написано, что жена врача должна воспринимать коррупцию как норму, например. Либо жена врача не должна поститься. Мы должны все поститься, если мы христиане. Мы должны все любить ближнего, если мы христиане, вне зависимости от социального статуса. Да, у матушки священника, у жены священника есть больше обязанностей социальных. Я согласна с вами. Но я успевала. Мы с мужем получили направление в больницу Избельц в 1999 году от метрополии открыть маленькую церковь. В начале первые 3 года я помогала мужу ежедневно. Я шила на заказ дома ночью, потому что я обожала шить. Я всегда шью. Я даже сейчас шью. Для меня это вообще моя первая любовь в моей жизни. Днем я ходила с ним на службы. Я создала хор. Я помогла ему построить и создать все условия в этой маленькой церквушке. Потихонечку мы открыли отдельно приходский кабинет туда, куда приходили детки, мы их обучали. Со временем мы открыли воскресную школу. Со временем мы взяли разрешение от муниципалитета и построили большую церковь. Я все делала это параллельно, все успевала. И уверяю вас, и те, кто за нами наблюдает и знают меня, я успевала везде. Когда я увидела, что хор уже создан, что есть уже определенный лидер, молодой человек, который имеет навыки, я сказала: окей, вот Андрей будет заниматься хором, а я пошла дальше. Понимаете? Ну, хороший менеджерский подход. Да, то есть не обязательно для того, чтобы развивать эту сообщность, надо быть постоянно нон-стоп там. Тем более сейчас есть и интернет, и телефоны, и сайты. Да, наша церковь, например, была одна из первых, которая имела страничку в Фейсбуке, которая научилась общаться с людьми в соцсетях. Наша церковь создавала разные социальные проекты, мы помогали очень многим людям. В пандемию мы кормили одиноких людей, за которыми не имел кто ухаживать. Да, то есть сейчас у нас большая церковь, большой социальный центр. Есть то есть мы из простой маленькой церкви... Вы считаете это успехом вашей семьи? Конечно. А вот так вы понимаете, как матушка — это не тот человек, который должен сидеть с платочком под этим самым. Да, если женщина выбирает эту форму деятельности, вот эту роль в своем приходе, я уважаю ее решение. У меня были другие навыки, у меня были другие знания, другой потенциал. И если каждый человек пойдет в Бельцы, в церковь святого мученика Пантелеймона и увидит, потому что все мы это сознали с нуля, поймет, что там, естественно, был другой подход. И я думаю, что, наоборот, это сильная сторона матушки, а не слабая. А какой подход был в той самой церкви, отстроенной вашей семьей, как вы говорите, тогда, когда шли выборные кампании, в вашей церкви, возможно, было присутствие политиков, которые делают какие-то свои обращения? Мой муж никогда, ни при каких условиях не позволял политикам, даже Арине Спатару как политик, выходить нам вон. И я с ужасом наблюдаю, когда в наше время священники выходят в облачениях и начинают говорить о политике. Это не сущность священников. Священник имеет свою миссию. Он должен говорить людям о ценностях, которые связаны с христианством, а не с политикой. Да, когда священник раздевают свой подрясник и выходит за ворота церкви, он превращается в простого гражданина. Хотя служение и дар Божий, он на всю жизнь над священником. Тогда он может на улице что-то сказать, посоветовать кому-то что-то. Но в церкви и на амвоне это запрещено канонами, не то что так. И это связано еще и с моральной стороной вопроса священника. Я вас уверяю, что у нас было о чем говорить с нашими людьми, которые приходили в церковь. У нас была куча разных тем интересных для разговора. Они все знали, что я политик. Они все знали, что могут ко мне обратиться, чтобы я им помогла в решении каких-то определенных административных вопросов.
Все священники из Бельской епархии знали, что есть матушка Арина, которая, например, депутат. И когда приходит женщина, либо мужчина, обращается к батюшке с какой-то проблемой, он знает, а вы знаете, я вам могу посоветовать хорошую матушку, которая депутат, который может найти решение, потому что священник может молиться, а знать, как работают государственные органы, как можно написать петицию, как можно попросить социальную помощь, как можно решить проблемы с плохим и нехорошим соседом. К кому обратиться? К матушке Арине. И все ко мне приходили. Я думаю, что вы, наверное, первая матушка в истории парламента Республики Молдова, которая была депутатом парламента, да, это находясь еще... Да, это так. Мы не делали никаких... Вы знаете, вы наверняка замечали, что люди, которые приходят в церковь, они приходят каждый со своим. Люди разные. Да. Но вот и в Молдове живут тоже очень разные люди. Каждый имеет свои взгляды. Вот эта вот дезинформация, которая в последнее время разъединяет, разобщает, тоже делает нас совершенно разными. Есть влияние извне, о котором мы говорили сегодня и очень много. Видите ли вы возможность объединить Молдову, в которой живут вот настолько разные люди с разными взглядами, во имя того, чтобы Молдова развивалась? При такой разобщенности. Я понимаю, что со стороны это очень страшно. И все, что мы видим в соцсетях, это именно тоже инструмент манипуляции, чтобы создавалось восприятие, что у нас хуже некуда. Но я вам могу сказать с уверенностью, что у нас в Молдове больше уважения и любви к ближнему, чем мы видим в соцсетях. Главное, что мы должны научиться познать эти соцсети, эти алгоритмы и понимать, как они работают. А они работают следующим образом. Чем больше человек, который постит, создает месседж, который может столкнуть две идеологии, две разные стороны, белое с черным, тем больше там будет реакций эмоциональных. Но после этой эмоции, когда человек написал там что-то, он уходит домой, у него есть своя семья, у него есть проблемы, у него есть холодильник, который надо наполнить, у него есть фактуры, которые надо заплатить. Я считаю, что это взаимосвязано с благосостоянием. Когда человек видит, как нагнетается ситуация в соцсетях, но он уверен, что у него на карточке, где зарплата, есть определенная сумма денег, которая может ему обеспечить спокойно заплатить за электричество, за воду, отдать ребенка в садик, и все будет хорошо, тогда на него не будет влиять это все. Это взаимосвязано, и сейчас главным инструментом нашего государства должен быть создание благосостояния людей. Не принципом, как раньше в Советском Союзе, от каждого по возможностям, а каждому по потребности, а создать условия, чтобы человек имел возможность выбрать себе хорошее место работы, чтобы человек имел возможность работать на 2-3 работах так, чтобы у него была возможность кое-что заработать и там, чтобы у человека была возможность спокойно поехать на качественном троллейбусе, чтобы у него была хорошая дорога, чтобы у него вода текла в кране, чтобы у него была канализация. То есть вещи намного проще, чем есть. О том, как мы можем соединить свои голоса. Как объединиться? В принципе, объединиться, да. В принципе, любовь к ближнему, мы же декларируем, что мы все христиане, никто не отменял, даже в политике. Когда мы начнем воспринимать любовь к ближнему так, как говорил нам Иисус Христос в христианстве, любить Его без никаких условий, без никаких определенных вопросов, я тебя люблю только с одним условием, вот тогда мы начнем договариваться. А договариваться мы можем только в одном случае, слыша себя, понимая, узнавая себя ближе, коммуницируя. И очень важно, и я всем советую, принцип должен быть в демократическом государстве простой. Я уважаю твое мнение, но не разделяю. Когда мы начнем уважать мнение человека, даже если мы его не разделяем,
Вот тогда у нас получится создать европейскую страну. Мне кажется, это действительно самая главная проблема сегодня, да, с учетом того, что социальные сети вошли в жизнь каждого человека и общества, то вот это уважение мнения другого, Да, даже тогда, да. когда ты не согласен, ты о нем скажи, но скажи с учетом всех требований к нормальному цивилизованному диалогу. И тогда не будет очень Но многих для этого проблем. мы должны учиться, и Да. мы будем учиться. А как? Вот так. Давайте на этой ноте и завершим. Только в завершении, пусть это будет ваше такое минутное, может быть, максимум. Какое вы послание отсюда, со студии нашего проекта «Единомышленники», сделали бы зрителям нашего проекта? Какое оно было бы, ваше послание? Верьте в себя, верьте в ваши силы, верьте в ваше будущее, молитесь, поститесь, это помогает, общайтесь. Раньше люди жили бедно, и при куске мамалыги и куске лука они могли спеть красивую песню, друг друга подбодрить, поддержать, и это очень важно. То есть основные наши христианские ценности никто не отменял. Верьте в Бога, верьте в Его силу и верьте в наше с вами будущее. Спасибо большое за ваши мысли. И я думаю, что сегодня, каждый, кто, во всяком случае, и мы здесь, с Еленой Федоровной, и наши зрители, есть над чем подумать из тех историй, которые вы рассказали здесь, в этой студии. И однозначно для меня мой вывод такой. Но честно жить и сохранять правдивость, это стоит дорогого, но это очень важно сегодня для Молдовы. Да. Успехов Согласна, вам. да. Спасибо за то, И вам что спасибо. приехали к нам. И, друзья, мы вам тоже говорим спасибо за то, что вы эту дискуссию досмотрели. Подпишитесь, если вы еще этого не сделали. Порекомендуйте друзьям эту дискуссию. Ну а мы, Елена Карамид, И Екатерина Жекова. говорим вам до встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.